Каждый народ имеет свою культуру и, конечно же, особый традиционный танец, который формировался на протяжении многих лет. И сегодня мы приехали к хореографу и танцовщице Диане Такудиновой, которая расскажет нам подробности об этом виде искусства и не только. Это началось очень-очень давно, мне было 3 годика, и чтобы я не скиталась на улицах города Бишкек, меня отправили в детский образцовый ансамбль «Таберик». Вот, я его благополучно закончила, я отучилась там 12 лет. За 12 лет было уйма фестивалей, я поступила в АУЦА, и здесь началась моя вторая ступень танцевальной моей такой карьеры. Раньше это было хобби, а потом это все начало перерастать в нечто большее. Если раньше это были просто номера, то сейчас это полноценные мюзиклы с огромным количеством аппаратуры, света, пушек. Диана также признается, что знания об исследовательской части танца она получила в международной магистерской программе Хорео Мундус. Именно там ученики изучают танцы, практику и культурное наследие. Существует такая антропология танца. Это например, ты едешь в какой-то трайб, в какую-то местность отдаленную, изучаешь их танец. Не просто ты смотришь, ты снял, и ты что знаешь, рассказал. Ты живешь с этими людьми, ты изучаешь быт, изучаешь, что обозначает это движение, вот это движение. Свою дипломную работу я потом написала о том, как, например, ислам отражается в татарском танце. То есть все такие маленькие детали, они имеют свое отражение в танце. Есть такой стереотип, так скажем, что если я только занималась, то только в этом случае я могу танцевать. Кто так сказал? Ты можешь, каждый человек танцует по-своему, каждый человек может импровизировать, каждый человек может слышать музыку и делать что-то свое. То есть никаких правил в этом нету. В этом зале проходят наши репетиции. Тут есть такой небольшой станок, зеркала. Здесь помещаются не так много людей, потому что основные репетиции, когда более 30 человек, мы делаем в конференц-зале. Сейчас в 21 веке у нас детки, они очень подвижные, очень энергичные, и их энергию нужно направлять в нужное русло. И поэтому танцы, гимнастика, неважно, что-то такое, что заставляет двигаться человека, это нужно привносить в их жизнь, чтобы они знали, куда деть эту энергию, потому что это важно, чтобы не разрушать, а наоборот созидать что-то такое красивое. Марина Доронина, Ширина Мурканова, Диас Сакимбаев, Утро Лайв, НТС.